Абаза ТВ. На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главном. Впервые в истории современной Абхазии в стенах итальянского парламента звучит абхазская речь. 9 февраля в Риме состоялась пресс-конференция «Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа». Нужно экономить, иначе вместо графика отключений будет график включений. Так прокомментировали текущую ситуацию в энергетике специалисты отрасли в ходе пресс-конференции «Спутник Абхазия». Айк Забелян решил вернуть своей школе былую славу. Сочинский бизнесмен родом из Абхазии восстановит свою родную армянскую школу номер 9. Начнем с эпидемиологической обстановки. Согласно сообщению оперативного штаба, за 9 февраля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 541 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 381 из них. В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 87 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 67 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 47 586 человек. Зарегистрировано 609 летальных случаев. Выздоровели 39 206 человек. Минздрав закупил очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Вакцина уже доставлена на склад ведомства. Об этом сообщил министр здравоохранения Эдуард Будба. Прививку от COVID-19 в столице можно сделать в Сухумской городской клинической больнице, а также в каждом районе республики при ЦРБ. Зеленые эти штучки мигают. Долго держать не будем. Сегодня прибыла российская вакцина «Спутник Лайт» в количестве 3000 доз. С завтрашнего дня мы начинаем вакцинацию этой вакциной российской «Спутник Лайт» на всех, как говорится, пунктах вакцинации, которые были у нас ранее в республике. Глава администрации Сухума Беслан Эшпо подписал распоряжение о продлении карантина в средних и дошкольных образовательных учреждениях столицы до 18 февраля включительно. Распоряжение подписано в целях разрыва эпидемической цепи и предотвращения дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Средние и дошкольные образовательные учреждения столицы находятся на карантине с 27 января. Официальная хроника. 10 февраля – день рождения спикера Народного собрания парламента Республики Абхазия, кавалера ордена Ахзапша первой степени Валерия Кварчи. С этой датой Валерия Кварчи в своем письме поздравил президент Республики Абхазия Аслан Бжани. В поздравительном адресе главы государства отмечается: примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Пусть рядом с вами всегда будут любящие и дорогие вашему сердцу люди. Профессиональная деятельность приносит радость, а все невзгоды обходят стороной. В этот особенный день, уважаемый Валерий Эрмеевич, желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Конец цитаты. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил спикера Народного собрания парламента республики Валерия Кварчи с днем рождения. Александр Анкваб пожелал Валерию Кварчи доброго здоровья и всего наилучшего. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила Валерия Кварчи с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится: в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации знают вас как опытного руководителя, много лет работающего на посту спикера Народного собрания парламента Республики Абхазия в интересах социально-экономического развития страны. Уверена, что установившееся сотрудничество между законодательными органами России и Абхазии и в дальнейшем будет способствовать укреплению двусторонних отношений, союзничества и стратегического партнерства. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил спикера Народного собрания Абхазии Валерия Кварчи с днем рождения. В поздравлении, в частности, отмечается:
Принципиальный и мудрый руководитель, видный ученый, настоящий патриот своего отечества, вы вносите большой личный вклад в создание гармоничного правового пространства республики, становление гражданского общества. Свой уникальный жизненный и профессиональный опыт вы в полной мере реализуете на ответственном направлении, возглавляя законодательную власть государства и способствуя всестороннему развитию и укреплению Абхазии. Ценю ваше внимание и традиционно конструктивное приднестровско-абхазское парламентское сотрудничество в интересах братских народов. Конец цитаты. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Голикову с днем рождения. Занимая различные посты в органах государственной власти, вы своими глубокими знаниями, умением вести конструктивный диалог и системно решать государственные задачи завоевали незыблемый авторитет среди коллег. Будучи заместителем председателя правительства России, вы курируете важнейшие сферы, что требует огромной работоспособности и самоотдачи. Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы выразить слова благодарности за ваш вклад в всестороннее развитие абхазо-российских отношений, отмечается в поздравительном адресе. Аслан Бжаня пожелал Татьяне Голиковой доброго здоровья, вдохновения и успехов в ответственной деятельности. Впервые в истории современной Абхазии в стенах итальянского парламента звучит абхазская речь. 9 февраля в конференц-зале парламента Италии в Риме состоялась пресс-конференция депутата Маттео Д'Альоссо. Тема обсуждения – право народов на самоопределение Абхазия и Большая Европа. В режиме онлайн в диалоге приняли участие президент Республики Абхазия Аслан Бжаня и председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абасинского конгресса Муса Экзеков. О том, как организовывалась пресс-конференция в Риме и ее итогах для Абхазии, расскажет Анастасия Никонова. Ambasciatore Vito Grittani presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Abkhazia. 9 февраля в конференц-зале парламента Италии состоялась пресс-конференция депутата Маттео Д'Альоссо. Тема обсуждения – право народов на самоопределение Абхазия и Большая Европа. Столь важное для нашей страны событие состоялось в результате длительной работы дипломатического представительства Абхазии в Италии и странах Европейского Союза, которое официально было зарегистрировано в Италии в 2017 году. Основной посыл пресс-конференции заключается в том, что каждый народ имеет право на самоопределение, отметил по телефону посол по особым поручениям МИД Абхазии Кантания, который с рабочим визитом находится в Санкт-Петербурге. Депутат Д'Альоссо говорил о том, что он выступает за справедливость в целом и в случае с Абхазией видит несправедливое отношение к гражданам, чьи базовые права нарушаются. То есть это право на свободное передвижение, право на получение образования и так далее. В пресс-конференции принимали участие журналисты, депутаты, дипломаты, общественные деятели. Первым выступил президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжаня. В своем онлайн-приветствии президент Абхазии Аслан Бжаня отметил, тема конференции и сам факт ее проведения в стенах итальянского парламента для нашей страны крайне важны. А конференция тема ялышхыз. И эта конференция хата Италии для парламента чехими пусва, апсны ахунткарразы дара акратанаквой. Апсны хунткарра Николаевичте акр шикшва цвейт. Уяму по хунткаррат атрибут квазиги, хайфлер картулат шовинист политика аудайраква зигир яйра рылшейт. Август жипшерза акр твоир республика яклует. Ягя одайра хтаглазарги айбешра хаяйт, атынч пстазаре хипшимрей рзихауит азин. Яхада хкулит апсна хунткарра конституция, имя пгана референдум, апснывлар рейхара юкрыбжир тиит, а суверен, а демократият, зинт хунткарра аша кургылраза. Президент подчеркнул, переломным моментом для нашей страны стало признание независимости и суверенитета Абхазии и Российской Федерации. Число стран, с которыми у нас выстроены дипломатические отношения, увеличивается. Мы понимаем, что широкое международное признание – это сложный и длительный процесс, отмечает президент. Апсны акрыздасква тоурых хтыс дуну икалет, урыстылат федерация апсны ахунткарра ахазахнацаз. Убринахыс а дипломатия эзыказашаква хабжахтит егерт ахунткарра кой харей. Урт рхабхазара хаяха яцлует. Харей ахдырует инарт баужлар бжарат пиасхацара иодею аамтастаху процессу. Апсны арту аюзерат аусуцурат
еизыҟазаашьақәа рышьақәыргыларазы аҳәынҭқаррақәа зегьы рҿаԥхьа. Ҳара ҳаԥсадгьыл збарц, уи акультура еилызкаарц зҭаху Италиа атәылауаа рхыԥхьаӡара иахьацло. Аԥсни Италиеи рықалақьқәа аимадарақәа ахьрыбжьарҵо. Ишдыру еиԥш, ҳажәларқәа жәнатәатә аахыс еидызкылоз рацәан, иӷәӷәан ҭоурыхла реимадарақәа. К спикерам обратился и председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков. В своей речи он отметил, что народ Абаза перенес много тягот. За пределами исторической родины живет сегодня около 1 миллиона человек. ВАК призван объединить представителей диаспоры абхазского и абазинского народов. أبسوكوي أبزوكوي وعقاب أوات يعرض زواعة قرال من وجبارة يحاربنا إبزازيت دياسبورا ربخزارة مليون يحاب أدوني أبسوا بازا كونغرس أدوني شبقوا أبنا حوا خيرو زمواد زقلوة أوات ريولا نور بساد جليتو رايشا يرابا درنس أرتسريبز في أرتساسكوي رخشارنس أقزلا Шара Анзершава организация. Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кантани отметил, что выступления абхазской стороны слышали депутаты парламента Италии, адвокаты, аналитики и общественные деятели. Адвокат Антонио Латансио, который дал международно-правовую оценку статуса Республики Абхазия. Далее выступила аналитик Суоми Монселато. Она рассказала о геополитической ситуации вокруг Абхазии. Выступил также посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани. Он поблагодарил присутствующих, поблагодарил всех за содействие в организации мероприятия. Выступал также общественный деятель, руководитель культурной ассоциации Кантьере Лабораторио Витторио Джильотти. И в завершении выступил я тоже говорил о дипломатических отношениях Абхазии с другими государствами, о международно-правовом статусе Абхазии на сегодняшний день и о перспективах развития абхазо-итальянского сотрудничества. Впервые в современной истории Абхазии стены итальянского парламента услышали абхазские и абазинские языки, точку зрения Республики Абхазия в целом. На наш взгляд, это знаковое событие, которое обязательно даст свои плоды в ближайшем будущем в виде соглашений с университетами Италии, установления торговых связей с итальянским бизнесом. Подобных мероприятий, посвященных исключительно Абхазии на государственном уровне, у нас в странах Европейского Союза еще не было. Депутат итальянского парламента Матео Де Лиоса подробно рассказал коллегам об Абхазии. В своей речи он отметил, что наша страна – это Кавказская республика, которую Грузия считает своей территорией. Народ Абхазии с этим категорически не согласен, поэтому объявил о независимости, которую признали 9 стран, 7 из которых члены ООН. Очень важно, чтобы на таких высоких площадках был слышен голос Абхазии, наше мнение, отличающееся от грузинской пропаганды. И, безусловно, участие руководства Абхазии демонстрирует приверженность к расширению круга стран, признающих суверенитет Абхазии, и участие председателя Конгресса Мусы Хабарича также подтверждает поддержку многочисленной абхазо-абазинской диаспоры данного внешнеполитического курса. Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кантани отметил, в скором времени будет подготовлена полная версия пресс-конференции в парламенте Италии с субтитрами на русском языке. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ. В рамках рабочей поездки главы МИД Абхазии Инала Арцинба в Москву состоялась встреча с руководителем Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничества Евгением Примаковым. На встрече Арцинба и Примаков договорились о существенной активизации совместной работы, расширении поддержки молодежи Абхазии, реализации совместных информационных проектов. Была подчеркнута значимость развития образовательных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Стороны обсудили возможности обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации перспективной молодежи Абхазии в вузах России. Кроме того, 10 февраля в Москве министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Арцинба встретился с государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Отмечена важность расширения гуманитарного, экономического и инвестиционного взаимодействия. Стороны поблагодарили друг друга и выразили надежду на продолжение сотрудничества. В Сухуми в День дипломатического работника сотрудники посольства России в Абхазии почтили память своих коллег, убитых в Сухуми в 2013 году, российских дипломатов Дмитрия и Ольги Вишерневых. Церемония была приурочена к отмечаемому сегодня профессиональному празднику работников Министерства иностранных дел России. Заседание Центральной избирательной комиссии состоялось в Сухуми. Члены Центра избиркома обсуждали организационные вопросы. 10 февраля завершилась регистрация инициативных групп по выдвижению претендентов на парламентские места. Теперь стартует регистрация самих кандидатов. Заседание проходило в закрытом режиме. После него в интервью СМИ председатель ЦИК Дмитрий Маршани рассказал об основных планах и принятых решениях в отношении подавших документы. В течение 10 дней мы принимали документы для того, чтобы проверить факт всех этих мероприятий, которые предусмотрены законом, чтобы определить, можно регистрировать данных кандидатов или нет, чтобы юридический статус у них был подтвержден в виде удостоверения, которое нами выдается. Из 80 дел, которые поступили к нам за этот период, мы 70 кандидатов сегодня зарегистрировали, так как документы были в порядке. Более 10 дел мы отклонили для того, чтобы они дособрали те необходимые документы, которые предусмотрены законодательством. Вот. Что касается того, что до какого периода они могут доносить, те люди, которые по своим объективным причинам не смогли сегодня нам представить, то это до 2 марта. Мы имеем право принимать у них документы. Но практика показывает, что за 10 дней до окончания срока регистрации нам обычно в ЦИК доносятся документы для того, чтобы у нас тоже было время для того, чтобы подтвердить, насколько соответствуют документы в законном порядке. Вот, поэтому... А так в целом выдвинулось по сегодняшний день около 120 инициативных групп. И если по партиям, у нас сегодня в Абхазии 11 политических партий. Вот, из 11 политических партий выдвинули свои кандидатуры 4 партии. Это около 15 человек, не более 15 человек. Вот. Что касается их кандидатур, то мы пока еще их не рассмотрели. У нас еще заседание будет, сейчас технический перерыв. Вот, вечером мы будем продолжать заседание, вот, для того, чтобы определить, кто по политическим спискам попадает под эту категорию. Вот, поэтому процесс идет по календарному плану. Я думаю, что до 15 февраля это начало уже теледебатов, которые предоставляются для кандидатов. Мы сейчас ведем переговоры по жеребьевке. Вот. Так как сегодня первый день регистрации, мы уже должны определить, кто по округам, кто какой день попадают. Вот. Поэтому в этом направлении тоже мы без выходных должны будем работать, чтобы равные условия для наших кандидатов предоставить. Союз журналистов Абхазии призывает редакции СМИ и журналистов в своей работе руководствоваться действующим избирательным законодательством и законом о СМИ, неукоснительно соблюдать нормы профессиональной этики и придерживаться ряда основополагающих принципов при освещении выборов. Об этом говорится в обращении Союза журналистов в связи с предстоящими выборами депутатов в Народное собрание. В частности, создавать всем кандидатам в депутаты Народного собрания парламента республики, независимо от их политических взглядов, равные информационные возможности, способствовать тому, чтобы все материалы, посвященные выборной тематике, были объективными, беспристрастными, информативными и взвешенными по отношению ко всем кандидатам в депутаты. Не распространять информацию, заведомо порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов. Не допускать публикаций, способствующих национальной или религиозной нетерпимости. Профессионально, объективно и в полном объеме освещать основные этапы избирательной кампании, чтобы каждый гражданин имел возможность реализовывать свои избирательные права. Проводить четкое различие между агитационными публикациями и информационными сообщениями.
Уважаемые журналисты, ваша объективность и беспристрастность в ходе предвыборной кампании помогут избирателям 12 марта сделать правильный выбор, а стране получить достойный парламент, говорится в документе, подписанном председателем Союза журналистов Абхазии Русланом Хашек. Нужно экономить, иначе вместо графика отключений будет график включений. Так прокомментировали текущую ситуацию в энергетике специалисты отрасли в ходе пресс-конференции в «Спутник Абхазии». 7 февраля западная половина Абхазии вынуждена экономить российский свет, а восточная – электроэнергию Ингургэс, потому что уровень воды в Джварском водохранилище достиг критической черты. Что будет дальше и что делать, чтобы не стало хуже, расскажет Надежда Боровикова. С 18 декабря прошлого года Россия осуществляет переток электроэнергии в Абхазию. Ситуация ежегодная. С наступлением холодов и падением уровня воды в Джварском водохранилище мощности Ингургэс не хватает на обеспечение всей Абхазии. Что необычно в этом году, Абхазии не хватает и российского света. Все дело в том, что переток согласован заранее в определенных объемах. Увеличить их сейчас невозможно, и суточную норму Абхазия уже превышает. Чтобы российского перетока хватило до конца марта, как запланировано, введен график отключений от Псоу до Сухума. Переток начал осуществляться по двум линиям. Это со стороны Псоу. Это по линии 110 киловольт Кичеревши, по линии 220 киловольт Псоу. И все это время мы не превышали эти согласованный почасовой график, но в связи с ростом резким и похолоданием все это повлияло, мы стали превышать. В связи с этим, то есть на российской стороне на этой подстанции введены в работу противоаварийная автоматика. И превышение чревато полным погашением. То есть эти линии могут отключиться. И вот в связи с этим были введены вот эти ограничения в Гудовском районе, в Кагском районе и в городе Сухум. Был отпущен объем 660 миллионов киловатт-часов Российской Федерации в сторону Абхазии. Естественно, это мы разбили по месяцам. В январе до 250 миллионов киловатт-часов, в феврале до 230, в марте около 180 миллионов киловатт-часов. После этого разбивка идет по дням. Вот 250 миллионов разбиваешь по дням. Получается не более 8,045 суточное потребление. Это суммарно, если перевести в мегаваттах, до 370 мегаватт. На сегодняшний день у нас происходит превышение лимита суточного потребления. Мы от 8 до 8,8 начали потреблять миллионов киловатт-часов. Это, естественно, отражается на общий объем месячный. Если сложить, будет превышать выше 250 миллионов киловатт-часов. Поэтому мы были вынуждены внести ограничения. Всю остальную Абхазию, то есть Гулрыбский, Ачамчирский, Ткварчалский и Галский районы сейчас питает Ингургэс. И их график отключений по 2 часа в сутки связан с низким уровнем воды в водохранилище. График отключений не самое худшее, что может произойти, утверждают энергетики. Если холодная погода сохранится и уровень воды не возрастет, половина Абхазии может быть переведена на график включений, то есть свет будет подаваться в зависимости от притока воды. Приток воды очень низкий, он ниже, чем в прошлом году. И поэтому мы вынуждены тоже ввести ограничения вот со стороны Ингургэс, потому что уже ниже критического может, уже невозможно будет работать. Автоматически генераторы остановятся, линии отключатся, и произойдет тоже полное погашение. Поэтому вот, чтобы сохранить этот режим, насколько возможно, введены эти ограничения. Средний приток в январе составил 40 кубических метров в секунду. Сегодня 30 кубических метров в секунду средний приток, среднесуточный приток. Потребление для покрытия восточной части нам нужно около 140 мегаватт в час. Это означает, что более до 3,5 миллионов в сутки. Ингургэс может вырабатывать по этому притоку не более 2,2 миллиона киловатт-часов в сутки. Больше не в состоянии. Естественно, около миллиона у нас образуется дефицит. Дефицит, если мы его не будем покрывать, уровень и так уже ниже критического, он уже достиг 415 метров, пошел и ниже. Просто-напросто Ингургэс будет вынужден остановиться.
и будет работать строго по притоку. Это получается, что будем получать электроэнергию только по набираемой воде. То есть не график отключений будет, а график подачи будет. По прогнозам энергетиков, паводок начнется к концу апреля, но до этого специалисты надеются на естественный приток. Переток из России продлится до конца марта. Стало быть, уже в начале апреля вся Абхазия снова будет питаться от Ингургес. Какой график отключений придется вводить тогда, предсказать сложно. Точно невозможно прогнозировать. Опять же, я говорю почему. Потому что если бы контрольные расходы электроэнергии, мы как-то предполагали бы, и тут и незаконный расход, это добыча криптовалюты, это одно, но и бесконтрольно, это все остальные потребители, где нет системы учета, все расходуется бесконтрольно. И за этим угнаться невозможно, мы не можем определить, где, в каком месте произойдет резкий расход потребления. Тимур Джинджоля, директор СУЭС, рассказал о ситуации в столице. Зима выдалась холодной, но все же больший вред наносят аппараты для майнинга криптовалют. В первую очередь перегрузились трансформаторные мощности на головных подстанциях. Сегодня у нас на ограничении находятся 3 подстанции. Это Сухум-1, это подстанция ИПИТ. И частично выходит на ограничение подстанция Баслат, вернее. На Сухуме-2 тоже в начале зимы были ограничения. Но силами Черноморэнерго была увеличена мощность на 10 мегаватт самой подстанции Сухуми-2. И на сегодняшний день это как-то перекрыло дефицит тех абонентов, которые запитаны непосредственно от этой подстанции. Что касается Сухуми-1, в прошлом году был установлен там дополнительный трансформатор. В прошлом году это еще хватило, в этом году это уже не хватает. Подстанция перегружена максимально. Практически на всех перечисленных подстанциях дефицит мощности процентов 15-20. Директор СУЭС также объяснил, почему в графике отключений указаны не районы и улицы, а подстанции и фидеры. Вы знаете, у нас в городе очень сложная схема, она взаимопроникаемая. Значит, один фидер может обслуживать начало одной улицы, перейти на середину другой улицы. Как-то вот так вот выделить отдельно и сказать, что этот фидер обслуживает в это направление, нет такого, не получается. Потому был опубликован график. Значит, согласно этому графику, я думаю, что можно понять, к какому фидеру относится и данный адрес. Тимур Джинджоля рассказал, почему участились случаи, когда график прошел, а свет не включили, и вместо 1 часа света нет по 2-3 часа. После окончания графика бывает ситуация, что при включении происходит какая-то авария. Значит, люди должны поехать, найти причину, устранить эту аварию и подать этот свет. Напряжение людям. Естественно, уходит время, и люди считают или думают, что вовремя их не включили. На вопрос журналиста, дает ли какой-то ощутимый результат борьба правоохранительных органов с незаконными криптофермами, энергетики единогласно ответили нет. Директор СУЭС рассказал, что его сотрудники еженедельно принимают участие в заседаниях оперативного штаба при администрации города по противодействию незаконной добыче криптовалют и регулярно выезжают по сигналам от жителей города. Но эти рейды заканчиваются ничем. Частные дома и квартиры силовики могут обыскивать только по судебному ордеру. Проблема наша основная в чем? Чтобы зайти, провести обыск в том или дом владения, для этого на сегодняшний день нужен ордер. Это они прекрасно понимают и этим пользуются. Как только они понимают, что придут к ним, и вот приехали мы, допустим, на подстанцию, меряем нагрузки запредельные. Как только видят наших сотрудников, наших людей, ровно минут через 10-15 нагрузки падают процентов на 40. Уже цыганская почта работает, друг другу передают, и нагрузок нету. Значит, как мы должны дальше искать это майнинг? Надо зайти в каждый дом и перевернуть все вверх ногами. И по республике, большая работа была проведена и проводится. Большое количество вывезено за пределы Абхазии, около 40 тысяч, не знаю, машин. Большое количество конфисковано и лежит на складах. Но несмотря на это, не уменьшается незаконное потребление. По нашим подсчетам, около 80 мегаватт нашей электроэнергии уходит на незаконную добычу
криптовалют. Единственное, что может спасти энергетику Абхазии, это автоматическая система учета и контроля, убеждены специалисты. Это позволит удаленно контролировать норму потребления каждого дома и каждой квартиры, дистанционно отключать их за неуплату, но для этого нужно оснастить всех счетчиками. Этот проект начинали в 2013 году и даже успели установить какое-то количество приборов учета, но затем не обслуживали их, не модернизировали, и они пришли в негодность. Сейчас Черноморэнерго и СОЭС снова проводят эту работу. Силами энергосбыта города в новом районе улицы Аргун, 18, были установлены приборы учета нового поколения. Были отревизированы порядка 22 домов 9-этажных, восстановлены приборы учета и связь с ними по новому району. Сейчас идет установка новых приборов учета в районе Колоса. Вот буквально мы начали несколько дней назад делать, но несмотря на все трудности, как бы начали это делать и продолжаем это делать. На сегодняшний день было приобретено 1200 приборов учета, двухканальных новых приборов учета. Из них мы 250 приборов учета уже установили. Еще будут устанавливаться оставшиеся приборы учета. Это подстанция, все абоненты вокруг подстанции. Это будет у нас уже более или менее контроль над потреблением от наших абонентов. Пока в Сухуми, но по инвестпрограмме, там большая программа именно по внедрению полностью в Абхазии, во всех регионах, именно этой системы автоматического учета. Это одна из важнейших программ, что сейчас... Это на какой период приблизительно? Это вот 22-26 годы. То есть вот за эти 3-4 года должны внедрить. Статистика показывает, что громадный скачок в потреблении электроэнергии Абхазия совершила в 2020 году. До этого ежегодный рост был в пределах нормы, до 7,5%. Объем потребления 2021 года на 41% больше, чем показатели 2018. Вместе с потреблением вырос и объем необходимого перетока из России. В 2019 году он составлял 70 миллионов киловатт-часов, а в 2020 почти 300. В этом году только за первые 1,5 месяца Абхазия потребила 313 миллионов киловатт-часов. При этом стало известно, что правительство договаривается о дополнительном объеме перетока. Условия перетока до сих пор неизвестны, то есть жители Абхазии сейчас вынуждены экономить российский свет, который получают уже почти 2 месяца, но до сих пор не знают, сколько он стоит и из каких источников будет оплачиваться. В Министерстве экономики все еще не нашли времени разъяснить населению эти детали. Надежда Боровикова, Сосрыкуа Гуха, Абаза ТВ. Завершился первый этап распределения учебников с 1 по 7 классы в школах Абхазии, рассказал министр просвещения и языковой политики Инал Габлия на брифинге. На все 153 школы привезли более 161 тысячи учебников. Министерство просвещения и языковой политики ожидает доставку еще 100 тысяч учебников из России для 8-11 классов в следующем месяце. Обеспечение новыми учебниками абхазских школ стало возможным благодаря взаимодействию с Министерством просвещения и Министерством экономического развития России. Снизу хатала и ты же хороб пшцала если шуксе я халшар бипш сергиста хоп брюзец храр ахцат бипш школ корза таша рза рабхин алкон из банзерифтрует за кирицо хнызг мат если шукса и венызг мат нас хозгиоп рапа хочет возьмо та шадуко за рисхара тут за библиотеку кошта алчар жемоп чебрам за инеркна а хочко раз рызыке восхода псада ахвай рисхаша орпи пшата глаза шерем от гларастаз кырзира чоп рапхинер глана успела хадара табу раз верстахоп успел цара министр экономика вчера министр хара тола хадара табу парас вот адгал рахар тазарю сацбарачо финансовый министр экономика министр и выпишем проблему кацюрцман аха я хацбит ехать с царака фонд русский мир захизу уртки рджабар
ду пуртги табу херас верстахоп айку хера козныкам куйхаман айла травер козныкам куйхаман уизы бас кучарала ими пысит хус высадар хабзин ядер пшит табу херас верстахоп бюджета за риц херара дудсоп хамацара рюза таглазач хамадзамаст Аря пара дудса акухардзит ростоват напхгара рубзурала уизы пату акухцароб шизны гиатшный сферстахоп директор чигира ахет цара хуша рехабат чиги рахет абас ахалап шашатат хучин яво атша хацана абас патула хуй шизнит уйгер дырвит уйгер ахет сгугут бас ирзигир яйцо хушук сырыйныцка хата машко нахагут па гертеби пароко арза я и вашук сызге уги халат шавихета бас ицигай и харчот сарт бепша библиотеку ка ирзым хо хапаш хо же процент ротанза ицигя галарт бепшу брюзал шараги халат шар. В рамках второго этапа будут распределять учебники с 8 по 11 классы. В ближайшие дни будет известно, когда книги поступят в республику. Репортаж с брифинга министра просвещения и языковой политики смотрите в нашей традиционной рубрике «Амшахтес» после выпуска новостей. Сочинский бизнесмен родом из Абхазии восстановит свою родную армянскую школу номер 9. Такое решение он принял на днях и сразу решил реализовать идею, для чего прибыл в Сухум 10 февраля. Работая в строительной сфере, Айк Зибелян осмотрел лично фронт работы и рассказал, что уже в марте тут будут полным ходом идти строительно-монтажные работы. Репортаж Ланы Казанба. Сухумская средняя школа номер 9 – единственная армянская школа в столице. Это довольно старое здание, давно не видевшее капитального ремонта и уже на первый взгляд сильно в нем нуждающееся. Ее выпускник, окончивший здесь 8 класс в 1992 году, Айк Зибелян, в одно прекрасное утро проснулся с мыслью восстановить родную школу и вернуть ей былую славу. В довоенные времена количество учащихся здесь превышало 300 человек. Решил вот в один день восстановить свою школу. И вот мы здесь. Сейчас посмотрим, оценим, сколько это будет стоить. Возьмем время, рассчитаем, запроектируем и приведем в порядок. Я родился в Сухуме. Школу я здесь в 1992 году закончил 8 класс. То есть аттестат я уже получал в России. Но, как я уже сказал вашим коллегам, для меня это самая главная моя школа. Потому что все самое главное происходило здесь. Моя мама была моим классным руководителем, преподавала математику. Видимо, некоторые шутят, поэтому в бизнесе у меня все хорошо, что с математикой неплохо. Фронт работы Айк Зибелян осматривал лично. Он обошел все этажи, проинспектировал спортзал, буфет, классные комнаты. На втором этаже школы он узнал свой класс, в который зашел и, поддавшись ностальгии, сел за парту. Раньше здесь был класс математики, нынче это кабинет истории. Среди прочих задач Айк Зибелян ставит одну наиболее важную – сделать здание школы привлекательным для увеличения потока учащихся. Наша главная задача, чтобы через несколько лет вместо 160 человек хотя бы 300 человек было. Ну, когда будут все условия, да. Это будет привлекать. Здесь училось до 1500 человек. Времена А, Б, Г, Д. Да. И даже Е, по-моему, было. Вот когда сельские Ачадары закрыли, 5 потоков было. 170 человек в одном классе училось только. Самый большой, наверное, класс, да? Нет, имеется в виду один поток. А, Б, Г, Д, Е. Вернуть это не сможем, к сожалению, но что-то хорошее сделать должны в сторону улучшения. Немалых вложений требует и актовый зал. Однако это мецената вовсе не пугает. Ну, можно сказать, мы уже начали. Сейчас будет, что у нас будет? Поиск бригад, сметы и вперед. Я думаю, в течение в марте начнем. В середине марта уже, я думаю, что приступим к работам. Чтобы чуть-чуть подсохло, чтобы сырости меньше было. Раньше да, позже нет.
Аик Рафикович Зибелян является главой компании «Аэр Групп». Организация занимается реализацией различных проектов по строительству гостиниц в Сочи и в Краснодарском крае и реконструкции старых советских санаториев. Бизнесмен решил заняться строительством совершенно случайно. В итоге Зибелян вместе с собственной компанией осуществил множество различных проектов в сфере строительства, включая реконструкцию санаториев и строительство гостиниц. Илана Казыма, Торник Амичпа, Абаза ТВ. Несколько дней в графике движения общественного транспорта в столице наблюдался сбой. По сообщениям горожан в администрацию, после 5-6 вечера автобусы и троллейбусы не курсируют. Как только об этом стало известно в администрации Сухума, по поручению мэра замглавы города Автандил Сурманидзе провел совещание с руководителями АТП и троллейбусного управления. Выяснилось, что 70% водителей заболели коронавирусной инфекцией, из-за чего сбился график выхода на работу. В вечернее время не курсировал транспорт, потому что элементарно на смену работающим утром некому было выйти в вечернюю смену. Но с пятницы найдут возможность наладить бесперебойное сообщение между районами столицы с 5 утра до 19 часов вечера. Об этом рассказал заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе. Никакого коллапса нету. Есть временные проблемы. Эти проблемы мы будем устранять. Люди заболели ковидом. Очень много, 70% заболевших. Заменить некому было. Троллейбусы с завтрашнего дня будут работать до 7 вечера. Если отключения не будет, если троллейбусы не встанут, будут работать до 7 вечера. Общий объем операций в национальной платежной системе республики за 2021 год составил 25,3 миллиарда рублей, что на 8 миллиардов 47% больше, чем за 2020, сообщается на сайте Банка Абхазии. В структуре совершенных операций на долю карт АПРА приходится 46,2%, на карты МПС 42,3%, на карты платежной системы МИР 11,5%. Сегодня 85 лет могло бы исполниться поэту, писателю, журналисту, члену Союза писателей СССР, Абхазии и России, члену Союзов журналистов России и Абхазии, заслуженному деятелю культуры республики Терентию Михайловичу Чайне. Терентьяне в разное время работал ответственным секретарем газеты «Апснахапщ», инструктором Абхазского областного комитета Компартии, директором Абхазского госиздательства «Алашара», директором литературного фонда Союза писателей Абхазии. С 2010 по 2011 годы Чайне возглавлял Союз писателей Абхазии. Терентий Чайне – автор 25 поэтических и прозаических сборников. Он автор романов «За 3-9 земель» и «Чайки летят с моря». На его стихи написано более 30 популярных абхазских песен. На Абаза ТВ продолжается образовательный проект общественной организации «Апейпш-21», в рамках которого на телеканале транслируются видеоклипы на стихи абхазских поэтов. Сегодня произведение Терента Чайне читает актриса Абхазского государственного драмтеатра имени Самсона Чанба Виолетта Маан. Терентий Чайне. Чезник и сызхау яша. Слухай, чистный сырхау яша. Да чамачк обстазара скорбха. Шурец газер сгука сцапсах шашам. Ана басыр усқан уйсарбхап. Цис яджоша Ваша ажжен ялу, дзыхца улан ицыцует яра, ахаца яша, ахрако ярналуй, аша сир яргвахуй апсынра. Аша дарагарру, уи тымру, аша зчыдзыз, ихрако гадзом, уразныко анасыпанумо, апсуа яша, Вацпарнуанцо. Да чезныкай цирга, айба яша.
наҟажәытәрахь ԥыҭрак сыбнаӡа, иудыруаз ичара ссирӡак сақәшәар, амашәыр ду зхылымҵо зынӡа. Уи ҭоурыхны иқәыз ҳара ҳашҭа, уи ҳазнысыз амҩоуп иҳәала. Жыжә-иԥагьы наҟ ахысшьа ихашҭны, ҭынч уи ашҭа ҭыҵыргьы ҟалап. Суҳәоит ҿыцны, исырҳау иаша, даҽа маҷк аԥсҭазаара сгәарԥха. Шоура цәгьазар, сгәы ҟасҵап, сыхьшәашәап. Анаатәасыр, уаҟа уи сарԥхап. Союз журналистов Абхазии поздравляет члена Союза журналистов Республики Изиду Чаня с юбилеем. Изида Чаня в 1998 году учредила общественно-политическую газету «Нужная» и являлась редактором данного издания. С 2016 года редактор газеты «Марзакана». Более 10 лет ведет блог на радиостанции «Эхо Кавказа». Изида Чаня – соучредитель и председатель общественной организации Ассоциация журналистов и работников СМИ Абхазии «Арсмира», которая была создана в 2009 году. В 2014 за вклад в развитие средств массовой информации Изида Терентьевна Чаня награждена орденом Ахзапша 3-й степени. Союз журналистов желает Изиде Чаня здоровья, новых творческих успехов и благополучия. Коллектив телекомпании «Абаза ТВ» с радостью присоединяется к поздравлениям в адрес Изиды Чаня. Желаем своей коллеге всего самого доброго. Новый культурный сезон открывается выставкой «Лучшая работа года». С 14 февраля Центральный выставочный зал Республики возобновляет свою работу. В декабре 2021 из-за ограничений открытие выставки состоялось в закрытом формате. Многие посетители не смогли ее увидеть, но организаторы сохранили экспозицию, чтобы представить ее после снятия ограничений с 14 по 21 февраля. Сейчас о погоде. В пятницу, 11 февраля, в Абхазии облачно с прояснениями, местами преимущественно без осадков. В предгорных и горных районах возможен небольшой дождь со снегом. Туман. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов, днем от 9 до 14. Температура морской воды 9 градусов. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.